Привет, это Крым Реалии, я Сергей Макрушин. 20 января 1991 года в Крыму прошел общекрымский референдум по вопросу о воссоздании автономной республики в Крыму. 12 февраля 1991 года Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики принял закон о восстановлении Крымской АССР. Крымская автономия провозглашалась в пределах Крымской области в составе УССР. С 2009 года 20 января в Крыму отмечалось как День автономной республики Крым. В 2014 году, опираясь на проведенный под контролем российской армии так называемый референдум, подконтрольный России парламент Крыма провозгласил на полуострове независимое государство, существовавшее на бумаге с 17 по 18 марта 2014 года, после чего началась российская попытка аннексии оккупированного полуострова. В эфире Крым Реалии поговорим о том, в каком виде была создана и как трансформировалась крымская автономия за годы независимости Украины, а также нужна ли автономия Крыму после его деоккупации и какой она может быть. История создания республики в Крыму началась гораздо раньше. Осенью 1917 года первый Курултай крымско-татарского народа провозгласил Крымскую Народную Республику. Правительство республики возглавил муфтий мусульман Крыма, Литвы, Польши и Белоруссии Наман Челебиджихан. Но уже 23 февраля 1918 года Челебиджихан был убит красными матросами, а власть на полуострове захватили большевики. Но сама идея сформировать в Крыму особый статус самоуправления никуда не исчезла. Об истории крымской автономности в сюжете Романа Спиридонова. Вперед, 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 в бой с врагом, вперед за всю мировую революцию. Это гимн Крымской автономной Советской Социалистической Республики. Она была создана декретом Совнаркома 18 октября 1921 года. В духе политики коренизации ключевые должности в ней занимали крымские татары. Наряду с русским крымско-татарский язык стал государственным. Неформально эту автономию называли крымско-татарской. Так продолжалось недолго. В 1928 году к высшей мере социальной защиты, расстрелу, приговорили главу крымского ЦИК Вели Ибраимова. В конце 30-х прошли массовые репрессии против представителей крымско-татарской интеллигенции. Началась полная русификация полуострова. 18 мая 1944 из Крыма депортировали всех крымских татар, а в июне 1945 автономия была ликвидирована и превратилась в область. А это уже гимн автономной республики Крым. 20 января 1991 года на всекрымском референдуме жители полуострова проголосовали за воссоздание Крымской АССР. Первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью Крым Реалии говорил, что тогда в Киеве решили не препятствовать этому голосованию. Ми розуміли, що це не є легітимно, але виходячи з ситуації, яка складалася, щоб не було загострення і щоб не було конфлікту, ми вирішили діяти толерантно, ставлячись з повагою до кримського народу, як так можна було тоді сказати, до кримчан, краще сказати. І ми не хотіли робити кроки, які могли б створити, скажімо, розвинути, не створити, а розвинути сепаратистський настрій. Повлиять на ситуацию сразу центральная власть не смогла. Очень скоро советская социалистическая превратилась в республику Крым с декларацией про государственный суверенитет. Когда в 1994 году первый и последний президент Крыма Юрий Мешков начал активно тянуть полуостров в Россию, даже выписал правительство из Москвы и собирался вводить двойное гражданство, Киеву понадобилось приложить усилия, чтобы Мешков перестал быть президентом и сбежал в Россию. А в Крыму была изменена Конституция так, чтобы она не противоречила Конституции Украины. Решение, принятое в отношении Крыма, означает переход от решений, которые опираются на правовую основу, к решениям, которые опираются на принцип силы и превосходства силы.
Бойкотировали январский референдум крымские татары. Большинство из них к тому времени еще не вернулись из депортации. Многие из тех, кто уже жил на полуострове, не имели крымской прописки, а значит и права голоса. А решать судьбу Крыма без участия крымских татар нельзя, заявили в Меджлисе. Эта автономия превратится в пророссийский анклав, а права коренного народа не будут реализованы, предупреждали там. После 2014 года на материке идут дискуссии о том, какой статус у Крыма будет. Останется прежним, превратится в область или станет крымско-татарской национально-территориальной автономией. И, быть может, после деоккупации в Крыму зазвучит новый гимн, национальный гимн крымско-татарского народа «Ант эт Кенмен» «Я поклялся». О новейшей истории крымской автономии мы поговорим с крымским историком Сергеем Громенко. Сергей, добрый день. В каких условиях проходил референдум 1991 года о воссоздании крымской автономии? Это довольно аж обширный вопрос, конечно. Дело в том, что 20 января 1991 года население Крыма, как и Советского Союза в целом, плохо себе представляло свое будущее. Считалось, что буквально вот-вот будет подписан новый союзный договор, будет обновлено советское государство, и отдельные, скажем так, горячие головы предполагали, что Крым может позволить себе такую роскошь, как превратиться в субъекта этого нового союзного договора. Потому что если первый союзный договор 22-23 года был подписан только крупными государствами, Россией, Советской Украиной, Советской Белоруссией и еще Закавказской Федерацией из 3 субъектов, то теперь, по мнению Горбачева, было бы неплохо, чтобы и отдельные автономные республики вступали в подписание этого соглашения, что давало бы им значительно больше прав, чем раньше. И, конечно, поскольку Крым когда-то, а именно там с 21 по 45 год формально был автономией, естественно, у местных властей возникла потрясающая идея быстро превратить Крым в автономию, вернуть Крыму автономный статус и на этих условиях войти в состав подписантов нового союзного договора. Это однозначно повышало бы их социальный статус. Это с одной стороны. С другой стороны, происходит процесс еще очень медленный, еще очень плохо видимый, но ощущаемый, скажем так, на подсознательном уровне сепарации национальных окраин. Уже есть, скажем так, проблема Нагорного Карабаха, уже льется кровь на Южном Кавказе, армянские погромы, уже в Баку пролилась кровь после ввода туда подразделений советской армии. Уже 3 прибалтийские государства объявляют о своем суверенитете. И, конечно, у многих жителей Крыма вызывает определенное беспокойство судьба полуострова, поскольку теперь, после 1954 года, он входит в состав Украинской Советской Социалистической Республики, а не России. И тут возникают некоторые вопросы, как же быть дальше, если вдруг и в Украине возникнет такое движение. И, наконец, третье условие, в рамках которое определяло вообще положение вещей в тот момент, это было возвращение крымско-татарского народа. Осенью 1989 года Верховный Совет СССР принял постановление, которым осудил депортацию как преступное деяние. И с этого момента возвращение крымских татар, которое до этого было спорадическим, превращается в по-настоящему массовое. И, конечно, поскольку большая часть, абсолютное большинство тех земель и домов, которыми владели крымские татары до депортации, были уже заняты новыми поселенцами из России и Украины, возникал вопрос о том, как же устраивать возвращенцев,
выделять ли им отдельные земли, давать ли им деньги, препятствовать ли их возвращению, как это делалось 30 лет до этого. Все это порождало тоже определенную, ну я бы не сказал панику, но определенное напряжение во властных кругах советских Крыма. И в конечном итоге вот на фоне всех этих вопросов о переустройстве Союза, о возможном отделении, будущем возможном отделении Украины и уже точно состоявшемся начале возвращения крымских татар и происходит это решение. Давайте мы сделаем крымскую автономию, будем сами решать, а там будет видно. Здесь очень важный момент, да, если важным обстоятельством является возвращение крымских татар на родину, очень важный момент, можно ли увидеть мнение крымских татар в результатах голосования на этом референдуме? Нет, к сожалению, нет, потому что крымско-татарская государственность, существовавшая с 21 по 41 год, несмотря на то, что она формально называлась Крымская автономия, а не крымско-татарская, там не было никаких сомнений относительно того, для кого существует эта автономия, потому что вторым государственным языком после русского был крымско-татарский. Все документы, как минимум до 41 года, выпускались на двух языках. И, конечно, для крымских татар возвращение означало путь как минимум к автономии, к восстановлению той автономии, которая была до 44-45 года. А советские власти Крыма решили пойти другим путем, устроить строго территориальную, не национальную автономию, безо всяких указаний на такого рода вещи, что в конечном итоге означало, и как мы увидим, это привело к фактически русской автономии в Крыму, потому что именно этнические русские составляли там большинство. А это означало, что крымские татары не будут иметь того влияния, на которое они рассчитывают, потому что они составляют и так меньшинство, а тут еще и не все переехали. И крымско-татарские лидеры во многом призывали бойкотировать этот референдум, потому что сама форма вопроса, которая на него была вынесена, не соответствовала в принципе пожеланиям крымских татар. И позже, летом 91 года, на первом Курултае крымские татары выдвинули альтернативную программу политическую, то есть добиваться восстановления своей государственности в Крыму как коренного народа. Поэтому референдум вот 20 января 91 года не учитывал, а если называть вещи своими именами, прямо игнорировал крымско-татарскую повестку. Что было дальше после этого январского референдума? Как вписалась вот эта советская автономная республика Крымская в дальнейшем в устройство независимой Украины? И сыграл ли вот этот автономный статус Крыма определенную роль в развитии сепаратистских движений на полуострове? Ну, начнем с того, что сначала советский Крым как автономия был вписан в советскую же Украину. Верховная Рада УССР не стала затягивать. Это было время, вот 90-91 год, невиданного демократизма по советским меркам. Поэтому уже 12 февраля 1991 года Верховная Рада Украины принимает закон о восстановлении крымской автономии. И тут, конечно, надо понимать, что Верховная Рада принимает такое решение, которое не пришлось по душе многим организаторам референдума. Потому что, с одной стороны, вот как бы Верховная Рада и Украина вся советская в их лице говорит, ну да, вы же хотели автономию, мы абсолютно с вами согласны, вот держите автономию. Но на референдум-то был вынесен вопрос о статусе Крыма как будущего подписанта советского нового союзного договора. А получалось по закону, что это будет просто еще одна самоуправляемая, но территория Украины. Это не будет отдельный государственный организм, не будет субъект будущей федерации. И многие потом крымские деятели ставили в упрек Украине, что, дескать, Украина не полностью прислушалась к крымским пожеланиям и не восстановила вот такую автономию, которая могла бы войти в состав Советского Союза. Потому что вот как раз в марте 1991 года, 17 марта, прошел референдум по большей части республик Советского Союза о сохранении Союза, о подписании нового союзного договора, и большинство жителей Украины, большинство крымчан проголосовали за. То есть надежды на то, что будет новый союз и Крым займет свое место среди его создателей, оставалось. Но мы знаем, что
не прошло буквально там и нескольких месяцев, август, а потом декабрь 91-го, и Советский Союз в муках и корчах погибает, а на его месте остается независимая Украина. И, конечно, она получает в наследство от советской Украины вопрос с Крымом. Потому что крымчане, ну не крымчане, а политические лидеры Крыма советские, которые хотели вот нового союзного договора, остаются недовольными тем, что у них всего лишь автономия в составе независимой Украины. И уже в начале 92 года встают на путь открытого сепаратизма. Они провозглашают Республику Крым. Они заявляют о том, что Крым является государством, которое строит с Украиной отношения на основе договоров. И с 92 по 94 год фактически, даже по 95 происходит вот такая перманентная борьба крымских сепаратистов, да, вполне их можно назвать крымскими сепаратистами, против центральной украинской власти. Сказать, что тут статус Крыма как автономии помогал им или определял, будет, наверное, правильно, хотя я не сказал бы, что это вот прям вот настолько важно, что дальше просто некуда. Потому что у нас есть пример соседней Молдовы, в которой целый регион Приднестровья проявляла точно такой же сепаратизм, и в отличие, кстати говоря, от Крыма дошло до открытых военных действий между Приднестровьем за спиной, ну, фактически российскими войсками в Приднестровье и молдавскими силами центральными. И то, что вот сепаратизм крымский остался в политическом поле, а не перешел в военный, возможно, объясняется также и тем, что у крымских сепаратистов была легальная возможность позиционировать себя как республику. А может быть, мы еще толком до конца обо всем этом не знаем, и пока там, скажем, президент Кучма в своих мемуарах не расскажет об этом подробнее. Так что тут вопрос, конечно, скользкий, насколько влияла крымская автономия на сепаратизм. Я думаю, что тут как в двухколесном велосипеде. Одно колесо сепаратизм, другое автономия. Ни одно из них не ехало бы без другого. Но в любом случае России пришлось захватить Крымский полуостров своими войсками, да, для того, чтобы говорить потом о каком-то присоединении полуострова. Давайте вот об этом поговорим. Оставила ли Россия в 2014 году Крыму хоть какую-то автономность, потому что мы помним, что в 2013 и 2014 годах, да, например, функционеры партии регионов крымские призывали крымчан стать на защиту крымской автономии, но затем эти же люди поднимали над Крымом российские флаги. Так вот, осталась ли в итоге у Крыма какая-то автономность? Ну, вот здесь мы должны четко разделять формальную и фактическую сторону действия. Потому что после того, как в 1995 году сепаратизм крымский был побежден, потом договор большой с Россией, потом новая Крымская конституция 1998 года, Крым превратился в ту республику автономную, которую мы знали на протяжении десятилетий до 2013 года. Не вполне она была такая вот полномасштабная, государственная, как бы хотелось крымским элитам, но все-таки уровень свобод, особенно экономических, был в Крыму на голову выше, чем в обычных областях Украины. В России чисто формально по так называемой российской конституции Крым имеет более высокий статус, потому что является субъектом федерации. А Россия, опять же, чисто формально является федерацией, значит, каждый ее субъект имеет больше полномочий, чем, скажем, область или даже автономная республика в Украине. И, например, в России чисто формально у Крыма имеется глава. Вот в украинском Крыму, в автономной республике Крым, должность главы, то есть президента, была только один раз в 1994-1995 году. И поскольку первый и последний президент Юрий Мешков слишком заигрывал с Москвой и поддерживал сепаратистов, то потом Украина отменила это положение Крымской конституции, так что президент или глава Крыма исчез. Остался глава правительства, есть глава парламента, а глава региона в целом отсутствует. В российской структуре управления Крымом есть такая должность, глава Республики Крым, которую занимает, всем известный Сергей Аксенов. То есть с чисто формальной точки зрения Крым вырос в статусе. Но фактически мы понимаем, что Россия это ни разу не федерация,
не то, что не такая, как Соединенные Штаты или, скажем, Германия, но даже такая несовершенная, как Индия. Это очень жестко централизованная империя, в которой за последние 20 лет все местные региональные элиты со всеми их нуждами, чаяниями и автономными поползновениями были жестко подавлены, кроме одного региона Чечни, там своя ситуация. И поэтому говорить о том, что фактически Крым имеет больше полномочий, чем имел по Украине, это абсурд. Настолько, насколько Украина свободнее, чем Россия в целом как страна, настолько автономная республика Крым была свободнее, чем теперешняя так называемая республика Крым в составе России. Но многие, что в России, что, к сожалению, на Западе, больше смотрят на формальную сторону, чем на фактическую. Спасибо вам за беседу. Я напомню, что говорили мы с крымским историком, кандидатом исторических наук Сергеем Громенко. Далее подробнее поговорим о политических трансформациях крымской автономии, с каким реальным содержанием она была создана, помогала или, напротив, мешал автономный статус Крыма защите прав коренных народов полуострова, и есть ли будущее у крымской автономии после деоккупации полуострова. С нами на связи глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Рифат, добрый день. Мы уже упоминали в разговоре с Сергеем Громенко о том, что крымские татары бойкотировали январский референдум 1991 года. Могли бы вы подробнее рассказать о мотивации, почему был такой бойкот? Я скажу, что мы не только объявили о бойкоте, но мы его абсолютно осуществили. И это было признание всех сторон, задействованных тогда политические процессы, и прежде всего организаторы этого референдума были вынуждены признать, что буквально, может быть, пару десятков крымских татар всего приняли участие в том так называемом референдуме. Но бойкот был предопределен, потому что для нас тогда всех было очевидно, почему Москва торопится с проведением референдума и потом уже принятием решений о статусе Крыма как бы на основе этих референдумов. Дело в том, что буквально за несколько лет до 1991 года Кремль публично настаивал на том, что нет необходимости преобразования Крымской области в автономию, как нет возможности возвращать крымских татар в Крым, поскольку, мол, полуостров уже перенаселен. Я напомню, 1987 год, массовые протесты, митинги крымских татар на Красной площади в Москве. Два требования, они были воедино объединены. Возвращение и восстановление национально-территориальной автономии. Соответственно, по обоим этим требованиям через год, в 1988 году, Государственная комиссия, которая была специально создана для рассмотрения этих требований, она объявила о том, что нет необходимости не преобразования Крымской области, тем более нет необходимости и возможности возвратить крымских татар на свои земли. Прошло несколько лет, и Москва прямо указывает Крыму, Киеву провести такой референдум. Но давайте вспомним, что это были очень такие сложные для тогда существовавшего СССР периоды, центробежные силы, многие территории хотят уйти из-под контроля Москвы, а Украина просто стремительно движется на пути к своей независимости. А тут крымские татары прорвали все препятствия на пути возвращения и де-факто десятками тысяч возвращаются на свою землю. И вот Москва решила созданием автономии, с одной стороны, заякорить Украину, Киев, и не дать Украине стать независимым государством, и заодно упредить изменения
статуса Крыма с возвращением крымских татар на статус национально-территориальной автономии. И таким образом был проведен референдум 20 января 1991 года, а уже 12 февраля Верховная Рада Украинской Советской Социалистической Республики приняла решение о восстановлении Крымской, опять же, Советской Социалистической Автономной Республики. Крымский полуостров — это родина сразу нескольких коренных народов Украины. Крымские татары из них самые многочисленные. И вы уже сказали о том, что вот как раз вот в момент этого референдума шел процесс активного возвращения крымских татар на родину. Давайте об этом поговорим. Как вот в дальнейшем та автономия, которая была создана в Крыму, в том виде, в котором она, возможно, трансформировалась, как она сказывалась на положении коренных народов в Крыму, в частности, крымско-татарского народа? Но та автономия, которая существовала вплоть до 2014 года, до вторжения российских войск и оккупации Крыма, но она не оказала заметного такого действия, значения или заметной роли для того, чтобы помогать крымско-татарскому народу возвращаться и обустраиваться на своей земле. Она никоим образом не содействовала возрождению почти что уже исчезнувших двух крымских коренных этносов, караимов и крымчаков. Это автономия, которая позволяла этническому большинству доминировать во всех вопросах, связанных с принятием решений по Крыму. И, как правило, это этническое русское большинство принимало решения, игнорируя потребности, проблемы, интересы других проживающих в Крыму, в том числе и крымско-татарского народа, и этнических украинцев. Если что-то удавалось решать пользу не русского населения Крыма, то, как правило, это доставалось очень такими большими усилиями. Скажем, открытие школ на родных языках, на украинском языке обучения или на крымско-татарском языке обучения. Несмотря на то, что в документах определяющих суть крымской автономии такое право было безусловным и для других граждан Украины, проживающих в Крыму, но русское большинство, чиновники от русского большинства, они, как правило, воспрепятствовали открытию школ и вообще решению других вопросов, которые могли бы, усиливать с их точки зрения. Мне об этом неоднократно приходилось слышать в разных кабинетах. Все, что с точки зрения русских чиновников могло усилить крымских татар и этнических украинцев, ими торпедировалось. А Киеву было все равно. Киев игнорировал интересы коренного крымско-татарского народа, Киев игнорировал интересы украинского этнического сообщества, которое насчитывает не менее 500 тысяч человек. Это огромное количество, поскольку киевскими политиками на первый план выносились их политические интересы, проблема электората. Большинство избирателей в Крыму составляли этнические русские, и киевские политики всегда старались понравиться именно этой части электората. Как с крымской автономией в 2014 году поступила Москва, и позволено ли сейчас крымчанам каким-то образом решать какие-то вопросы своей жизни самостоятельно? Видите, Москва в самых лучших традициях продолжает те методы, которые были и в годы СССР. Есть как бы надводная часть, декларируемая политика, принципы, и есть подводная часть внутренней политики. В этой внутренней части все, что декларируется
публичной части политики российской это все отрицается, по крайней мере, не выполняется. А если кто-то настаивает, то те, кто настаивает, они наказываются. Но далеко ходить не надо, да. В оккупированном Крыму российский оккупационный режим установил 3 государственных языка: русский, украинский, крымско-татарский. Нет ни одного учреждения, нет ни одного государственного органа, который бы хотя бы, ну, государственного оккупационного органа, который бы хотя бы в целях пропаганды какой-то небольшой части выполнял бы это предписание. В Крыму при декларировании как бы равенства всех проживающих проходят процессы максимальной русификации Крыма. И это осуществляется во всех сферах, как жизнедеятельности общества, так и ну, в сферах, которые связаны с историей Крыма, его культурой. Все то, что еще сохранилось, очень мало, поскольку уничтожалось советское время. Все, что сохранилось и напоминало бы сегодня о истории, культуре коренного крымско-татарского народа, все то, что напоминало бы о украинском государстве, в Крыму сегодня безжалостно все уничтожается. Все должно соответствовать ну, вот, тем посылам, которые были заложены еще в годы первой аннексии Крыма во времена Российской империи. Все должно быть направлено для того, чтобы Крым был, как предписывалось ранее, истинно русским. И сегодня Российская Федерация продолжает следовать вот этому завету Российской империи. Нужен ли Крыму автономный статус в дальнейшем после деоккупации Крымского полуострова, да, и каким он может быть, вот если не в том наполнении, в котором эта автономия существовала до 2014 года? Абсолютно неправы те люди, которые сегодня исходят из того, что вот негативная история крымской автономии якобы должна привести к тому, чтобы возвратить Крыму статус Крымской области. Эти люди считают, что причина сепаратизма в самом статусе автономии. Хотя, и мы уже об этом говорили, что русский сепаратизм в Крыму максимально опирался на бездушие, безинициативность, бездеятельность и особенно игнорирование киевскими политиками прав и интересов крымско-татарского народа и этнических украинцев, которые проживают в Крыму. И если бы со стороны государства была бы разработана и внедрялась бы сбалансированная, справедливая национальная политика, государственная по отношению к Крыму, вообще в целом государственная политика по отношению к Крыму, и не только в сфере национальных отношений, то этот автономный статус, он был бы направлен на укрепление украинского государства, позиций украинского государства на этой части ее территории. Поэтому, разумеется, и не только поэтому, но и исходя из того, что у этой земли есть его коренные народы. Мы должны законами Украины установить правовые механизмы, нормы, которые бы обеспечивали, гарантировали их сохранение и развитие во всех сферах жизни. А для этого необходимо Крыму определить статус, который позволял бы и в целях и в интересах людей, которые живут в Крыму, не только крымских татар, караимов, крымчаков или этнических украинцев,
в интересах всех, кто живет в Крыму. И в интересах украинского государства это все требует, чтобы мы переформатировали существующий статус Крыма, чтобы мы не отменили автономию Крыма, а наполнили его иной сущностью, которая позволит украинскому государству обеспечить развитие Крыма как одной из уникальных частей ее территории. Мы с вами уже неоднократно говорили о возможном будущем Крыма, о том, какой может быть автономия в Крыму. Довольно долго уже идет процесс наработок, изменений в украинское законодательство относительно создания национальной крымско-татарской автономии в Крыму. Давайте об этом поговорим, насколько далеко продвинулся этот процесс и как должна быть в итоге создана эта автономия. Должен быть какой-то референдум на территории Крыма или всеукраинский референдум, либо должен принять решение украинский парламент? Ну, во-первых, мы все ожидаем освобождения Крыма от российской оккупации. Это, как говорится, самое главное и безусловное условие. Второе – это дальнейшее развитие законодательства Украины в этой части. В прошлом году был принят закон Украины о коренных народах Украины. Это рамочный закон, но в нем есть основополагающие нормы, которые позволяют нам идти дальше. Скажем, норма, которая предусматривает, и она закреплена в украинском теперь законодательстве, а ранее эта норма появилась в международном праве, в частности, Декларации прав коренных народов, которая была одобрена Генеральной Ассамблеей ООН. Это право на самоопределение коренных народов на своих землях. И в этой части нашим следующим шагом должно явиться принятие закона о статусе крымско-татарского народа в Украине. И вот этим законом мы уже предусматриваем и определяем параметры тех действий, которые позволяют нам и позволят нам внести изменения в Конституцию Украины в раздел 10 «Автономная Республика Крым». Но поскольку изменения в Конституцию могут быть внесены в мирное время, то, разумеется, непосредственно к этой работе мы подойдем после победы Украины в российско-украинской войне. А пока мы должны нарабатывать и, самое главное, уже реализовывать принятые нормы, в том числе, что касается закона Украины о коренных народах Украины. Там этот закон позволяет реализовывать действия в части развития и сохранения крымско-татарского языка, культуры, как и языка и культуры других коренных народов. Этот закон позволяет развивать деятельность представительных институтов коренных народов. Таким образом, в общем-то, мы все должны в одинаковой мере находиться в процессе нарабатывания правовых норм, которые необходимы, и реализации уже тех норм, которые утверждены законами. Спасибо вам за беседу. Я напомню, что с нами на связи был Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Резолюция Организации Объединенных Наций определяет Крымский полуостров как автономную республику в составе Украины, оккупированную Россией с 2014 года. Захваченная Россией де-факто, де-юре, автономная республика Крым остается вписанной не только в Конституцию Украины, но и остается в этом статусе в решениях международных организаций. О том, как может меняться статус украинского полуострова, мы поговорим с Юлией Тищенко, экспертом национальной платформы устойчивости и сплоченности Национального института стратегических исследований.
Юлия, добрый день. Итак, давайте поговорим о том, каков сегодня статус Крыма в международном праве, в украинской конституции. Произошли ли вообще какие-то изменения за почти 9 лет российской попытки аннексии Крыма? Ну, спасибо за вопрос. Ну, по сути, если мы будем говорить про внутреннеукраинское право, да, украинскую конституцию, то никаких изменений в статусе Крыма, то есть никаких изменений в конституцию, там, 9 раздел конституции, там, статья 134, которые касались бы статуса Крыма, их не было как бы сделано, не было произведено. Были разработаны как бы проекты решений, но это было еще до 2019 года, которые бы, ну, возможно, вносили изменения в Конституцию, в частности, относительно источников крымской автономии, да, то есть, ну вот формулировки, которые бы с этим соотносились, это автономия, источником которого есть право крымско-татарского народа на самоопределение в Украине, потому что это коренной народ Украины. Ну и был в прошлом году, в 2021 году был, уже в позапрошлом году, да, был принят закон про коренные народы в Украине, как бы вот эта вот часть украинского законодательства относительно гарантии прав коренных народов, она развивается. Но еще раз повторюсь, никаких изменений в Конституцию Украины не было внесено. Если говорить о системе международного права, то попытку российской аннексии, ну, по сути, не признают международные организации, не признает ООН, не признают, ну, как бы глобальное большинство стран мира, ну, за исключением там, буквально, по-моему, 4 стран, 5 сателлитов России, да, то есть, хотя Россия всячески пытается продемонстрировать, что вот это такое своеобразное изменение, да, то есть ее попытка аннексии, что она постепенно а-ля легализируется, но это, в общем-то, абсолютная неправда. В международной системе права Крым, как бы, это оккупированная территория, это территория, которая находится под российским контролем, и это территория Украины, то есть та, которая сегодня, ну, по сути, оккупирована Россией, и никакие шаги России по легитимации вот этого а-ля российского статуса Крыма, они, собственно, не признаются. Но никаких изменений не случилось по признанию этого псевдо так называемого референдума 16 марта 2014 года, то есть никаких международных резолюций, которые бы содержали противоположную оценку позициям 2014 года по непризнанию оккупации, по неподдержанию территориальной целостности Украины принято не было. До этого мы говорили с Рифатом Чубаровым о том, какой может быть крымская автономия после деоккупации Крымского полуострова. Давайте об этом поговорим. Если будет все-таки существовать, да, определенный консенсус и решение по крымской автономии, да, по тому, в каком виде она в дальнейшем будет существовать, будет выработана, кто может привести в исполнение такое решение, да, чьим решением могут быть внесены вот изменения такого уровня? Ну, то есть действительно визия будущего крымской автономии, ну, она достаточно давно проговаривается, да, то есть были совершенно разные, прямо диаметрально противоположные точки зрения. Ну, одна из них, например, это вообще ликвидация автономии. Почему? Потому что, ну, по сути, мы имеем автономию, ну, которая еще была там в начале 90-х, в 91 году, да, как, ну, то есть это, ну, русская автономия, да, так называемая территориальная автономия, которая, ну, де-факто стала, ну, российской, русской автономией, даже автономия, не знаю, там законсервированного советского народа, ну, то есть по-разному это, можно об этом рассуждать, это отдельная тема для отдельного разговора. Если мы говорим про, ну, какие-то визии будущего в дальнейшем, то, безусловно, один из сценариев это
внесение изменений в Конституцию, там, где, ну, согласно там с определенными направлениями и наработками, там, как я уже говорила, это признание характера автономии, которая бы гарантировала как бы крымским татарам право на автономию в Украине. При этом, безусловно, вот эта вот составляющая гармонизации межэтнических отношений, которая бы позволяла реализации прав разных национальных групп, национальных меньшинств, национальных спільнот, которые проживают на территории Крыма. Да, ну, безусловно, реализация этих прав должна быть гарантирована, предусмотрена, все механизмы имплементации могут быть. Ну и внесение изменений в Конституцию, вот, ну, как бы разные сценарии, там, визии будущего крымской автономии, да, то есть они предусматривают конституционные изменения. То есть здесь ничего не поменялось. Да? Ну, безусловно, в период военного времени такие изменения не могут быть проведены, но здесь нужно, ну, как бы субъект инициативы, это может быть, ну, глава государства, да, он вносит эти изменения. Ну и тут процедура внесения изменений в Конституцию, она содержится в самой же Конституции. То есть решение парламента, решение Конституционного суда, голосование парламента за внесение этих изменений. То есть эта вся процедура как бы присутствует. Ну, главная визия, да, то есть главное, на что мы готовы. И вот, ну, единственная еще такая ремарка. Есть, ну, аргументы, то, что статус автономии тех или иных территорий, то есть он содействует действиям оккупационных режимов оккупации России. Но тут можно просто сказать, что ни части Донецкой области, ни части Луганской области, они не были автономией. И тем не менее, ну, оккупация состоялась. То есть здесь дело не в, ну, как бы характере вот правовом территории, хотя, ну, то есть дело не в автономии как таковой, а дело в том, что как бы что в ней заключено, да, то есть какие тут права устанавливаются, скажем так. Спасибо за беседу. Я напомню, что говорили мы с Юлией Тищенко, экспертом национальной платформы устойчивости и сплоченности Национального института стратегических исследований. Это все на сегодня. Меня зовут Сергей Макрушин. Эту программу для вас подготовила команда Крым Реалии. Поставьте лайк под этим видео, поделитесь им с друзьями. Крымчане имеют право знать. Всего доброго.